Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов Государственного собрания, Илтумен, Якутскую городскую думу, глав и депутатов органов местного самоуправления. Сегодня гость нашей студии Виктор Губарев, первый секретарь Якутского регионального отделения КПРФ, член Центрального комитета КПРФ, заместитель председателя Государственного собрания Илтумен. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в условиях проведения специальной военной операции возрастает роль патриотического воспитания. Вот коммунисты страны имеют на этот счет конкретную программу. Вот в чем она заключается? Очень конкретно. Во-первых, нужно говорить правду. Правду. Почему? Причинно-следственные связи того, что сегодня происходит. Ну, всем было понятно, что все 78 лет, которые прошли с 1945 года, Запад всегда держал камень за пазухой. Они понимали, но капитализм так устроен, что происходят кризисы, и кризисы только они, значит, проходят, если появляются новые возможности на природные ресурсы, это надо их завоевать, забрать, уничтожить, там, приобрести. Поэтому они всегда мечтали тому, чтобы, понятно, военным путем не победишь Россию. Поэтому был применен не военный, это тоже известный, не только по отношению к нам, но и к другим странам, гибридная война, которая предусматривает не военные средства уничтожения, а в то же время экономические, моральные, политические, информационные, все другие разложить общество. Поэтому и после того, как был ликвидирован Советский Союз, трудно найти слово, да, которые подписали известные люди, они в истории не будут. Я, к сожалению, сразу скажу, к сожалению, того, что их еще вспоминают. Уже сегодня общество требует закрыть Ельцинский центр. Закрыть. Там мультфильм какой-то, уже известные политики говорили, это мультфильм разлагает молодежь. И то же самое это закрыть надо. Поэтому гибридная война, она принесла свои, к сожалению. И в то же время был удар направлен, 3 задачи решали в гибридной войне. Первое – уничтожить, ликвидировать советскую систему образования. Ликвидировано. Убрали с учебников наше героическое прошлое. Дали возможность русофобам пересматривать итоги войны. Дали, значит, возможность поставить под сомнение. Но почему сегодня требования народа, это действительно, значит, не вернуть городу Волгограду вместо Сталинграда? Понятно. Это наш символ, символ нашей победы, несокрушимости русского духа, национального. Русский мы подразумеваем не национальность, а нашу национальную Россию, русский дух. Или, ну, парад происходит на Красной площади, закрывает мавзолей Ленина, драпирует. Ну почему? К нему все вражеские фашистские знамена были брошены, к этому символу нашей истории, символу нашего государства. Ему рапортовали, здесь рапортовали, в том числе и мавзолей. Или вопросы поэтому дали возможность навязать. Ликвидировали гибридную войну. Примеров можно много приводить, что наставили на том, чтобы вступила Россия в торговый, значит, всемирный торговый рынок. Ну, долго не вступали, вступили. Что к чему это привело? Запретили государственную торговлю. 70%, сегодня санкции 15 тысяч приводят, зарубежные эти все большие торговые олигархи уходят, но 70% продовольственной безопасности контролируется из-за рубежа. Да, мы накормим, мы дадим, ножки Буша, все такое. Сельское хозяйство подорвали. Вот гибридная война. И сегодня воспитание, мы понимаем, воспитание – это патриотическое сознание, это нравственные нормы, это значит привить нашей молодежи, да и нашему вообще населению, привить готовность защищать, дорожить своим отечеством, готовность защищать, Конституция обязывает в трудные минуты защищать, значит, свое отечество. Поэтому, когда задают вопрос,
многие говорят и отвечают, что для вас сегодня патриотизм? Это любить свою родину. Но это одна часть вопроса. Любить родину, которая представляет свою государственную систему, представляет государство. В советское время было понятно. Государство рабочих крестьян, государство, где общенародная собственность, бесплатное образование, бесплатная медицина, где социальные гарантии, где каждый имеет, значит, возможность лечиться, отдыхать, жилье бесплатное, поддержать малоимущих, безработицы не было. А сегодня одна из самых богатых по природным ресурсам наша республика и 160 живущих ниже прожиточного минимума. Вот сегодня на что и били. Патриотическое воспитание нужно вернуть наши символы. 78 лет нашей победы. Ну, вообще одержала победу Красная Армия. Красная Армия, которая в 18 году в январе была образована рабоче-крестьянская армия, которая победила в гражданской войне. Тогда же была Антанта, тот же коллективный Запад победили. Только страна образовалась, еще надо решать другие задачи. Отстояние. В годы Великой Отечественной войны. Отстояние. Значит, но какой цель преследовал Ельцин, когда он учредил в 1995 году День защитника Отечества? Ну, слово хорошее. День защитника Отечества. Но зачем было упразднять праздник? День военно-морского флота и Советской армии. Для чего? Для чего? Поэтому сегодня один из вопросов патриотического воспитания – готовность защитить свое государство, которое должна в годы Великой Отечественной войны, они боролись и шли в атаку, отдавали жизнь за то, что жизнь будет лучше, счастливой, установится мир, государство залечит раны и дальше будет двигаться по пути справедливости и народовластия. К сожалению, это в 90-е годы, после развала Советского Союза, вот развал, слово мне не нравится, ликвидация. Он не развалился. Еще все понятно, что происходит. В то время, когда Советский Союз пальцем никто не мог погрозить. Никто. А вот когда уже гибридная война сделала свое дело, да. Поэтому нужно сегодня обороноспособность нашей армии. Вернуть, значит, уважение к армии. Ну, 1932 год. Накануне Великой Отечественной войны было 600 тысяч в армии. Но в 1945 году было в армии 11 миллионов. Сегодня вопросы, которые связаны, ну, тоже мы знаем, почему это произошло, но сейчас нужно решать эти вопросы. Я не для того, чтобы там сказать то, что было, но говорить надо то, чтобы не повторилось это. Почему закрыли более 60 военных училищ? Для чего? Почему начали сокращать армию? Для чего? Хорошо, что средствами вооружения финансирования. Поэтому сегодня славу советской армии, народа-победителя, нужно поднимать. И поэтому этого у нас патриотическое такое, значит, присутствует, патриотическая воля, патриотическое сознание тех, кто сегодня, значит, воюет и защищает в средствах специальной военной операции. Ну вот, кстати, смотрите, начиная с 2014 года вы и ваши сторонники часто выезжаете в Донбасс с гуманитарной помощью, да, вот, и своими глазами вот, видели последствия, какие там есть. Вот какие чувства у вас это вызывает? Вы знаете, ну вот мы отмечаем 9-ю годовщину со дня в 2014 году, в мае месяце, 11-12 мая референдум прошел, и суверенитет объявили Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Сейчас еще два субъекта, Херсонская и Запорожская область. И тогда уже, значит, было понятно, что бандеровский режим, который фашистский режим, неофашистский, организовался при поддержке на Майдане, произошел переворот. Миром не закончится. Они готовятся к войне. Они сегодня не скрывают. Мы это время выиграли, когда Минские соглашения. Мы обманули Россию. И улыбаются. Мы обманули их. Ну, это же слово-то. Надо понимать, почему мы дали себя обмануть. Это одно. И второе, что уже тогда было понятно, нужно признавать. Надо было сразу признать, и Компартия выступала, признать суверенитет. Это произошло
в 22 году, когда признали суверенитет и заключили договор, и началась специальная военная операция. Я уже в декабре 2014 года был в кабинете у Захарченко, первый глава Республики ДНР. Героический человек. Он был ранен, уже шла гражданская война, уже в это погибли многие люди. И все эти годы я хочу поблагодарить многих наших руководителей, которые не было же официальной команды. Все это было с оглядкой, а как это скажется на мнении Запада, которым наши многие предприятия имели связи, в том числе Роса, например. Как они могли открыто что-то делать? Ну, могли, где-то отдельные оказывали помощь. И все эти годы железные дороги Якутии, Шимохин Василий Владимирович, Якутск-Энерго, когда руководил Тарасов Олег Владимирович, и многие другие. И по решению главы республики создали мы организационный комитет, который взял шефство над Амвросиевским районом. Мы там и многим другим, ну, я вам скажу, если в деньгах, трудно сказать, но это миллионы. Собирали и туда доставляли. В детские дома, взяли шефство над семьями, которые потеряли своих кормильцев и так далее. Все эти годы, ну, тяжелейшие. Это война. Все эти 9 лет народ ДНР, Луганска вели войну в условиях. Я в бомбоубежищах был, где месяцами жили люди, где не учились они, где под бомбежкой были. И уже в 2015 году по инициативе волонтеров, вообще населения, в Донецке открыли аллею ангелов. За это время погибло 130 детей. Более 500 детей получили увечья. 130 детей, самому младшему было и года не было. Но Запад тогда вообще удалил со всех своих ресурсов, интернет там официальных, никогда не упоминали об этом. Значит, когда открыли аллею ангелов. Это дети, там пофамильно, указано пофамильно каждого. Вот поэтому, ну, чувство какое? Вот чувство здесь уже сделали очень много нашей республики, продолжая вот то, что начинали с 2014 года. Мы знаем каждого бойца. Вот сколько их, несколько тысяч воюет, знаем каждого. Создали опорные пункты за счет предприятий, которые продолжают оказывать зарплату, выплачивать зарплаты тем, кто сегодня в опорных пунктах разводит наше снаряжение, наше оборудование, нашу продовольственную поддержку и так далее. С каждого знаем, где решают вопросы, связанные с отпусками. И знаем каждую семью, которая проводила бойца. Наше время подошло к концу, Виктор Николаевич. Да, поэтому сегодня задача такая. Победа наступит когда? Когда придет понимание. Вот чувство какое. Я недавно был в мае месяце, неделю там, когда вернулся, как будто не чувствую, что здесь продолжение того настроения, которое там. Вернулись там, где идут бои, а здесь гражданская жизнь. Как-то мы просыпаемся, заседаем, говорим. Каждый день, каждый из нас должен все для фронта, все для победы. Вот на этой мысли предлагаю закончить, наше время вышло. Когда будем понимать и вернемся к справедливому обществу, социальному, народовласти. Спасибо, Виктор Николаевич, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем рады видеть вас в нашей студии. Ну, очень быстро прошло. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.